Смотрите в программе. Дальневосточную ипотеку могут снизить до 1,6%. Некоторые банки уже практикуют такой подход к клиентам. Всего чуть более 100 человек в этом году сдают ЕГЭ в Вилюйском районе. Почему такой низкий показатель? Свыше 40 лет в походах по северным рекам, перевозя самые различные грузы. Один из опытнейших капитанов Алроса Ленов поделился походными историями. Продолжаем эфир нашего канала новостями к этому часу. Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась российской вакциной от коронавируса. По словам представителя ВОЗ, сейчас проводятся испытания авифавира. И они ждут результатов. Но кроме этого заинтересованы и в российской вакцине. И выразили надежду, что наши ученые согласятся на сотрудничество. Ранее гендиректор Центра «Вектор» Ренат Максютов сообщил, что 3 прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в Центре, успешно прошли испытания. Кроме того, в настоящее время проходит тестирование вакцины, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. А теперь узнаем об эпидобстановке в Алданском районе. Я передаю слово нашему корреспонденту Руслану Павлову. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Алданском районе комфортная, как говорят медики и эпидемиологи. Действительно, появляются редкие единичные локальные случаи заболеваемости, а в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы находится 1,5 десятка больных, которые проходят лечение. Мы находимся у главного врача Центральной Алданской районной больницы Дмитрия Сергина, который нам расскажет более подробнее. Дмитрий Ильич, вот эти 14 человек, которые в инфекционном отделении, как их самочувствие и когда уже отделение опустеет? Да, действительно, у нас в инфекционном отделении в настоящее время находится 14 пациентов, которые получают всю необходимую терапию. Состояние их здоровья оценивается как стабильное. Также в провизорном отделении у нас находится 6 пациентов, которые ожидают результата обследования. Мы знаем, что в нашем инфекционном отделении прошли курс лечения от коронавируса амурчане. Сколько человек было и как они проходят лечение? Да, действительно, 19 числа самолетом в Алданский район были доставлены с Амурской области сотрудники предприятия, которые участвуют в строительстве газоперерабатывающего завода в рамках проекта «Сила Сибири». Все они нуждались в обследовании и лечении. По моменту приезда они сразу были госпитализированы, изолированы, провели комплекс диагностических мероприятий, которые выявили, к сожалению, у всех 22 пневмонии. После проведенного лечения и обследования по стабилизации состояния данные пациенты все были выписаны 3 числа и в тот же день убыли в Амурскую область. Коронавирус постепенно отступает, но, как говорят все эпидемиологи, и медики, и руководящие органы, что расслабляться пока рано и нужно соблюдать все меры безопасности. Спрос на дальневосточные гектары восстановился после смягчения эпидемиологических мер. Об этом рассказал гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. По его словам, в марте и апреле, когда начал действовать режим самоизоляции, наблюдалось небольшое снижение динамики, поскольку люди не могли выехать и посмотреть участки. Были закрыты многофункциональные центры, а Росреестр работал только в режиме предварительной записи. По мере снятия ограничений спрос на земельные участки восстановился. В среднем по программе ежемесячно поступает около 1000 заявлений, и столько же участков предоставляется в пользование. Также Агентство по развитию человеческого капитала продолжит работу с банками над снижением ставки дальневосточной ипотеки. Несколько банков уже снизили ее до 1,6%. С учетом снижения ключевой ставки Центрального банка, многие кредиторы, понимая, что продукт востребован, задумываются об этом. Участвующие в программе кредитной организации за полгода действия льготного механизма заключили более 8300 ипотечных договоров на 29 миллиардов рублей. Средняя стоимость договора по округу составляет 3,5 миллиона, а количество поданных заявок превысило 33 тысячи. Наиболее активно из дальневосточных регионов в программе участвуют Приморский край и Якутия.
Между тем, банки реструктуризировали якутянам кредиты на 3,5 миллиарда рублей. С конца марта по конец июня этого года жители региона подали в банки более 12 тысяч обращений на этот счет. По 7 тысячам из них условия кредитов уже изменены. Больше всего заявок граждане подали на реструктуризацию потребительских кредитов. Далее идет изменение условий использования кредитных карт. И почти 2000 обращений касались изменения условий ипотечных договоров. Российские школьники сегодня сдают самый массовый экзамен – русский язык. По традиции дальневосточники начали первыми. Участникам измеряют температуру перед входом в пункт проведения экзамена, а также для соблюдения социальной дистанции рассаживают в шахматном порядке. В республиканском лицее-интернате сдающих 91 человек. Все они планируют поступать в высшее учебное заведение. Пересдача для улучшения результата не предусмотрена. Сегодня детей с температурой нету. Пункт соответствует всем требованиям. Разметка, рециркулятора, антисептики, организаторы снабжены масками, перчатками. Ну, все в соответствии с требованиями. Камеры с онлайн-видеонаблюдения имеется. Экзамен начался. Все распечатано. Распечатывается в аудитории. Комплекты, то есть диски поступают в аудиторию в запечатанном виде, на камеру скрывают и производят распечатку в аудиториях и раздают детям. В Вилюйском районе Якутии в этом году ЕГЭ сдают всего 126 участников. Из них 107 выпускники этого года. А вот персонала, обеспечивающего надлежащее проведение экзамена, в 2 раза больше, свыше 220 человек. Значит, всего подготовлено у нас 9 пунктов проведения экзамена. Будет задействовано 25 аудиторий. Все пункты проведения экзамена соответствуют требованиям Роспотребнадзор, обеспечены бесконтактными термометрами, приборами для обеззараживания воздуха, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Но всего у нас в районе было 13 пунктов проведения экзамена. Из них у нас из заречных школ в этом году не задействованы 4 школы. Это у нас Толганинская школа, Второкюлицкая, Хагынская и Каргадайская школа, в которых выпускники отказались сдавать единый государственный экзамен. Поступить на бюджетные места в Мирнинский технический колледж в этом году смогут 4,5 сотни человек. При этом встречаться лицом к лицу с членами приемной комиссии будущим студентам не придется. Из-за пандемии все проходит в онлайне. Какие нюансы стоит учесть абитуриентам и их родителям, узнавала наша коллега Анна Брянская. В кабинете приемной комиссии тишина, как в библиотеке. Очереди с родителями и волнующимися абитуриентами нет. Многочисленных папок с отсканированными документами поступающих тоже. Все в компьютере. Правила приема, они особенные, то есть бесконтактный прием. Это достаточно существенно для нас, для работников, для нас достаточно удобный формат работы. А что касается абитуриентов или законным представителям, мы полагаем, что это тоже удобно, потому что вне зависимости, где они находятся, самое главное условие – это доступ в интернет. Денис Ротару поступает в Мирнинский технический колледж. Хочет быть электромонтером. Будущую профессию выбрал еще на школьной скамье. Лицом к лицу с приемной комиссией молодой человек не встретится. Заявление на поступление оформил на сайте. Для меня удобнее все-таки по онлайну, потому что так быстрее, мне кажется. И получается, это быстрее и удобнее, как по моему мнению. Приемная комиссия технического колледжа зарегистрировала уже больше 120 заявок от абитуриентов. Принимать документы будут до 1 сентября. Отправить заявление нужно через портал образовательных услуг республики. Адрес на экране. Важно не перепутать сайт с порталом госуслуг. К заявлению необходимо приложить сканы паспорта, СНИЛСа, аттестата о среднем образовании и фотографии 3×4. А вот поступающим в кадетскую школу, она в ведении МРТК, придется сдать традиционные вступительные экзамены по физической подготовке. Мы полагаем, что к 1 сентября школы, в том числе и кадетская школа наша, будут работать в обычном режиме, и у нас будет возможность протестировать наших ребят. И все же, если пандемия к осени не отступит, отжиматься и приседать курсантам придется у экранов компьютера по скайпу. Комиссия учтет и портфолио об участии в спортивных мероприятиях. В этом году филиалы Мирнинского регионального технического колледжа примут около 400 абитуриентов. После того, как ребятам придет уведомление о том, что они поступили, им вручат синие зачетные книжки. И уже с ними ребята будут получать новую профессию.
Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Якутские фермеры могут получить до 6 миллионов рублей. В Министерстве сельского хозяйства стартовал финальный этап конкурса «Агростартап». В течение 3 дней по средствам видеоконференц-связи более 90 человек из 22 районов будут защищать свои проекты. Победители конкурса могут получить до 6 миллионов рублей. Эти средства дадут на приобретение домашнего скота, техники, оборудования, земельного участка и другие нужды. В прошлом году финансовую помощь получил 41 фермер. Для реализации программы в этом году было выделено 116 миллионов рублей. 87 миллионов из федерального и 29 миллионов из регионального бюджетов. Начали люди заниматься пчеловодством, выращиванием земляники, закрытый грунт, теплицы. Тогда же есть рыбоводство. Вот такие проекты у нас сегодня защищают. Было 156 участников сначала. Первый этап не прошли некоторые товарищи. И сейчас осталось 94 участника. Вот, по всем большим районам республики участники имеются. Свыше 40 лет в походах по северным рекам, перевозя самые различные грузы. На своем веку один из опытнейших капитанов Алросалена, кажется, повидал все. С Валерием Литвинцевым встретился и пообщался наш коллега Роман Токмаков. Где Ганс стоит, этот 100-тонник, может, к 100-тоннику подъеду? Все поняла, где Ганс 100-тонник, сейчас скажу. Всегда серьезен, внимателен и собран, особенно когда судно стоит под разгрузкой. Капитан теплохода Валерий Литвинцев ходит по северным рекам больше 40 лет. За это время хватку не потерял. Говорит, чтобы стать капитаном, нужно пройти ряд служебных ступеней, набраться опыта. Нужно закончить сначала речное училище. После речного училища нужно стать 3-м помощником капитана определенный срок, 2-м помощником, 1-м старшим помощником капитана. И после этого определенного срока отработать не менее 3 лет в должности старшего помощника, можно стать капитаном. Но даже такой трудовой путь порой не гарантирует статус капитана, потому как в обязанности главного на теплоходе входит контроль всего судна и ответственность за его команду. Капитан обязан следить за безаварийной работой теплохода и качественной эксплуатацией каждого механизма и узла. Также в зоне его ответственности охрана окружающей среды и соблюдение техники безопасности. Несмотря на ответственность и практически полугодовое нахождение вне дома, каждый речник по-хорошему болеет профессией, а потому уже весной готов выйти в первый рейс. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». И на этом пока все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. До встречи в следующем часе.